Здравствуйте, уважаемые слушатели! У нас сегодня 12-й урок, и я рада вам сообщить, что вышла новая версия Blender 2.90.1, который вы сможете скачать на официальном сайте blender.org. Для этого вы можете зайти в вкладку Download и увидеть такую вот кнопку и скачать новую версию. Лучше стоит работать на свежей версии программы, так как в ней появляется много новых фишек, которые вам помогут лучше моделить и лучше работать. Итак, когда вы обновите и установите новую версию, вы увидите, что в программе поменяется картинка. В Blender каждый раз, каждая версия имеет свою собственную картинку, заставку в начале работы, на которой вы сможете увидеть версию программы, в которой вы работаете. В данном случае это 2.90.1. Итак, мы сегодня с вами пройдем новую тему, но будем немножко работать из прошлой. Например, это создание новых вкладок, новых окон. И пройдем новый модификатор. На прошлом уроке мы с вами прошли модификатор Mirror, который позволяет нам зеркалить объект и моделить объект с двух сторон. Итак, мы создаем с вами второе окно, на котором будет располагаться картинка, поэтому здесь в меню вместо Object Mode мы выбираем, выше меню, да, вот эта картинка Editor Type, мы меняем на Image Editor. И вот в этом окне мы с вами сможем открыть картинку Open. Открываем. Моя картинка находится в папке Pictures. Выбираем чайник. Вы можете скачать любую картинку с интернета, похожую. Мы сегодня с вами будем моделить чайный набор, да, то есть мы сможем сделать чайник, стакан, чашку и тарелочку. Мы посмотрим, какие есть способы замоделить такую модель быстрее, какие фишки здесь можно использовать. Итак, главное окно мы уменьшим, да, то есть увеличим, наоборот, чтобы видеть модель. Итак, если у нас модель, она овальной формы, да, лучше всего использовать для этого уже не куб, да, мы куб удаляем и добавляем сюда новый mesh. Возьмем, мы можем взять даже вот цилиндр, начать с цилиндра, либо начать с круга, да, circle, возьмем circle. И посмотрим, какие особенности есть в работе с этой мешью. Эта меш полностью пустая, полая. Мы видим только его окружность. Она не заполнена, она сейчас не является 3D-моделью, в нем нету абсолютно никакого объема. Для этого мы нажимаем кнопку Tab, заходим в меню Edit Mode, и обязательно в этом режиме у нас должен быть включен режим вертексов. В режиме вертексов мы заполняем данную полость с помощью горячей клавиши F, Fill, да, и заполняем, чтобы у нас получилась уже плоскость. Итак, следующее, для того, чтобы оформить вид тарелочки, нам нужно его проэкструдить. Extrude и Extrude наверх. Также мы его скейлим. Можем опустить его ниже. Grab по Z опускаем. И у нас получается тарелочка. Но тарелка у нас должна быть полой. Мы вот эту часть, вот эту плоскость верхнюю удаляем. Через X, фейсы удаляем, и у нас образуется вот такая вот тарелочка. Но чего нам не хватает в ней? Нам не хватает объема, да, то есть тарелка, она не может быть тонкой, как лист, и для этого нам нужно отмоделить его полностью, да, и повторить его форму, которую она имеет, да. Допустим, на тарелочке это еще возможно сделать, но на таких сложных моделях, которые имеют форму овала, чайника и так далее, нам это уже дастся очень сложно,
скорее всего, даже ровно не получится. В таких случаях существует модификатор, который упрощает работу с такими моделями. Мы заходим во вкладку модификаторов и добавляем здесь модификатор, он называется Solidify. Solidify у нас добавляет объем, сейчас я вам покажу. Он добавляет объем для объекта по его форме. Толщина, да, по-другому это называется толщина, добавляется. В данном случае она у нас очень тонкая, ее практически не видно. Поэтому заходим в настройки этого модификатора и в панели Thickness мы добавляем ей объем. И у нас вот появляется такая вот форма тарелочки. Мы тарелочку давайте подвинем, мы ее отмоделили, мы к ней еще вернемся, так как она еще не закончена, эта модель. И возьмем следующую модель, это пусть у нас будет стаканчик, да, чашка. Для его моделинга мы используем то же самое, да, возьмем сокол и добавим ей заливку и начнем также моделить, используя вид сбоку. Так нам будет легче контролировать процесс. Scale, подвигаем. На самом деле у чашки тоже очень простая форма. Единственное, что здесь может быть сложным, это ручка, потому что ручка имеет сложную форму, сложный изгиб, и сидеть, моделить его вручную будет сложно. Поэтому здесь тоже можно использовать небольшую хитрость. Но мы к этому еще вернемся. Пусть у нас чашка пока будет без ручки. Мы также добавим ей объем с помощью модификатора Solidify. Добавляем ей толщину. Видим, что можно еще меньше сделать. Такая толщина нам подойдет. Но тут нам понадобится еще один модификатор, да, потому что мы видим, что стакан, он в данном случае получается граненый. И то же самое у нас и с тарелкой. На самом деле вживую эти модели, они имеют гладкую поверхность. Это означает, что мы должны с вами добавить еще больше вертексов, чтобы сгладить эту модель. Опять-таки, это можно сделать вручную, но это будет просто колоссальная работа, требующая очень много времени. Поэтому для этого тоже существует еще один модификатор, который позволит нам сделать объект гладким. Возьмем тарелочку, выделим его. Мы работаем сейчас в Object моде и добавляем новый модификатор. Он называется у нас Subdivision Surface или Subdiv, да, сокращенно Subdiv. Мы видим, что тарелочка она поменялась. Здесь нам нужно видеть, с каким модификатором мы сейчас работаем. У нас наверху есть Solidify, мы его сворачиваем и Subdivision Surface, смотрим на количество уровней. У нас сейчас двойка, я вот поменяла, вот 1, 2. Применим такой же модификатор на чашке, сделаем ему двоечку. И сейчас я вам немножечко расскажу принцип работы модификатора Subdivision. Что такое Subdiv? Все это происходит от английских слов, поэтому получается divide, это у нас на английском означает деление. Subdivide позволяет делить одну плоскость в 4 раза, да, то есть увеличивает количество фейсов, за счет чего объект становится гладким, потому что у него появляется больше вертексов, больше плоскостей. Плюс к этому Subdivision он немножко скругляет объект. То есть это обязательный модификатор, если вы работаете с моделями с гладкой поверхностью, будь то мебель, подушка, диваны и так далее. Такие модели обязательно должны иметь модификатор Subdivision. Сейчас он стоит на уровне 2, можно это на самом деле уровень увеличивать.
тогда у нас в объекте увеличивается количество вертексов. То есть здесь тоже надо знать грани, не доводить его до абсурда, то есть не надо сглаживать объект, добавляя в него слишком много вертексов. В данном случае у нас просто программа в конце концов зависнет и не сможет работать с такими тяжелыми объектами. Поэтому стандартно обычно мы используем на втором уровне этот модификатор, на втором левеле. Но мы видим, что здесь в плоскости все равно видно, все равно мы видим грани. Есть способ сгладить их, не увеличивая уровень модификатора Subdivision. Для этого мы нажимаем правую кнопку мышки, то есть, да, правую, и здесь в открывшемся меню мы выбираем пункт Shade Smooth. Shade Smooth позволяет сгладить поверхность, как бы сглаживает его. Это тоже обязательное условие для того, чтобы работать с гладкими поверхностями. У нас в данном случае почти получилось. У нас стакан и чашка и тарелочка почти стали гладкими. Единственное, что здесь не так, это дно. Да? Дно у нас имеет странную угловатый вид. Почему это происходит? Зубчатый даже, я бы сказала. Почему это происходит? Давайте мы выделим вот эту область, да, где у нас так много вертексов. Итак, мы видим, либо мы можем зайти в режим фейсов и выделить нижний фейс. Это происходит потому, что Subdivision, этот модификатор, он делит, это деление, да, получается, делить проще всего, скажем, как четное, да, вот есть же числа, да, если число четное, оно легко делится, поэтому простые плоскости, которые имеют только 4 вертекса, они хорошо делятся. А вот если у вас фейс многоугольник, у которого есть огромное количество вертексов, просто модификатор, он ломается, он не знает, как делить такую сложную поверхность, за счет чего получаются такие зубчатые поверхности, которые смотрятся некрасиво. Поэтому мы здесь добавляем экструдом дополнительные поверхности и избавляемся от большого многоугольника на дне. Мы от него избавились, и сразу у нас получилась очень красивая поверхность, гладкая. То же самое мы проделываем с тарелочкой. То есть мы избавляемся от многоугольника на стыке, чтобы на краю вот у нас не было многоугольника. Мы от него избавились, мы его подвели ко дну, и у нас получилась такая гладкая, красивая модель. Мы использовали при этом два модификатора — Solidify и Subdivision. На следующем уроке мы с вами продолжим работать с этими моделями. Спасибо за внимание.